Успешная роль государства в том, что мы должны делать корректирующие меры, а не управлять пространством. То есть, смотрите, центральная власть, правительство, нужно, мы же унитарная страна, соответственно, у нас должны быть какие-то более-менее унитарные стандарты жизни, да? Иначе зачем находиться в составе Казахстана? Провокативный вопрос. Вот. Соответственно, правительство должно таргетировать отстающие регионы, а передовым регионам давать либерализацию. То есть просто говорить, вот у меня, помните моя аналогия с детьми, вот старший сын подрос, ему 25-30 лет, его больше не надо кейрить. Теперь ты должен мне помогать. У меня вон есть младший, там сейчас один, сам последний в садик идет, да, там и так далее. Вот теперь ты вместе со мной, правительство там вместе с акиматами, допустим, крупных городов, говорят, теперь вы сами по себе, ребят, я не могу еще и вами заниматься, у меня другие проблемы есть. И это экономическая либерализация, то, что называется город-хартия, когда правительственные нормативы, регулирование и так далее не распространяются на Астану и Алмату. То, что сейчас делают законом об агломерациях, мягко назвали, это и есть про это. То есть, что теперь вы сами мини-правительство на уровне этого региона, а у нас есть другие заботы. Это правильная тактика. Далее, чем должно заниматься государство в плане пространственного развития? Это, наверное, ключевой слайд. Попрошу внимания. 3 вещи, причем в строгой последовательности. Первое – это территориально-нейтральные институты. То есть базовые вещи, такие как соблюдение прав человека, там, защита его жизни, такие как оборона, допустим, право частной собственности и так далее, с одной стороны. С другой стороны, социальные базовые услуги, которые особенно гарантированы Конституцией. У нас среднее образование гарантировано Конституцией, базовая медицина гарантирована Конституцией. Помимо этого, допустим, такие вещи, как вода, электроэнергия, канализация, тепло, это, уже в 20 веке, в 21 веке это норма. То есть у вас не должно быть в регионах дефицита вот этих базовых социальных благ. Если такой дефицит есть, и, допустим, аким говорит, у меня нет на это денег, или там вы регулированием мешаете, тогда правительство может зайти с какой-то таргетированной программой и решить, допустим, водный кризис Жанаузени, да, или там вообще Мангостауской области до сих пор нет питьевой воды. Это ненормально. Вот. Это первое. То есть первое, мы выравниваем страну, коррупцию убираем и так далее. Второе, если после этого бедность не сократилась, то вы начинаете в бедные регионы тянуть тяжелую инфраструктуру, связывающую. То есть автодороги, вот это Западная Европа, Западный Китай, да, железные дороги туда тянете, если нужно, аэропорт туда ставите. Это все очень дорогие проекты, которые бизнес, скорее всего, сам не осилит, но эта инфраструктура связанности позволит подключить этот регион к вашим центрам тяжести. То есть более бедный, более богатым, для того, чтобы туда прошел перелив. Если это не помогает, то вы начинаете территориально-адресные стимулы. То, что у нас делается в первую очередь, это называется комплексный план. Когда правительство вместе с акимом говорят, все, комплексный план по развитию, допустим, Жетсусской или там какой-нибудь Лаутауской области. Все, вот мы с правительства таргетированно выделяем тебе вот такие деньги на какие-то там проекты. Это делается в последнюю очередь, если первые 2 вещи не помогли. Вот. Это тема не только Казахстана. Вообще Всемирный банк отмечает, что во многих странах так и делается. То есть всегда государству хочется заняться третьим, потому что это понятнее. Ну, то есть там, вот, это прям бизнес-подход. Вот надо ткнуть какие-то отдельные эти, вот, и тебе помочь, а вы сейчас подождите, в следующем году с вами разберемся. Вот, сначала нужно заниматься системными вещами. Территориально-нейтральные институты. Это мой любимый слайд по экономическим свободам. Он с лагом идет, поэтому я поставил 20-21 годы, статистика еще не вышла за 22 год. Но здесь не нужно быть спецом для того, чтобы увидеть, что мы от развитых стран больше всего отстаем в понятиях верховенства права. То есть это самый базовый институт для любой экономики и так далее. То есть все, что касается защиты прав частной собственности, конкуренции, гарантии исполнения договоров, суды, отсутствие коррупции, подотчетность исполнительной власти, открытость рынков, да, когда мы не душим бизнес, когда мы не даем ему монополизироваться через государственные инструменты. Вот в этих базовых вещах Казахстан отстает. Речь не о налогах, не о расходах, не о рынке труда, там это менее важно.
То есть получается, есть поле, где государству, я имею в виду центральному правительству, можно сосредоточиться. И это гораздо сильнее повлияет на выравнивание регионов, чем, допустим, какая-нибудь адресная мера конкретному региону. Это первое. Далее, что касается социальных благ. Вот как мы подошли к этому аналитически? Сначала нужно определить, что такое благо, да, в конце концов. У каждого свои трактовки. Кто-то говорит, что и мобильная связь с интернетом – это уже must, да, кто-то еще. Мы взяли вообще весь пул показателей, ЦУРы и так далее, отранжировали их там по релевантности, по доступности статистики, насколько они подконтрольны государству. Например, я считаю, что ожидаемая продолжительность жизни не подконтрольна государству тема, честно. Она во многом зависит от уровня образования, от поведенческих привычек, ну, как бы в диктатуру можно скатиться. Далее, смотрите, определение разрывов. То есть мы таргетируем проблемные показатели, а не там, где у нас все более-менее нормально. И сопоставление, почему с крупными странами нам нужно понимать адекватный уровень разрыва. Ну да условно, если даже США не может преодолеть 1,5 раза, то, наверное, мы не можем ставить себе KPI там, меньше, чем 1,5 раза. Да? То есть это логично. Теперь, что вышло? Вышло 5 вещей. Если очень просто, базовые права, ладно, безопасность, защита прав, но все остальное касается вашего дома и вашего района. У вас дома, где бы этот дом ни находился, должно быть светло, тепло, вода, канализация. Соответственно, рядом с домом хорошая школа и, там, не знаю, поликлиника или там какой-нибудь медпункт и так далее. Это просто must для того, чтобы страна была унитарной. Если у нас есть межрегиональные разрывы в этих темах, значит, все остальное забрасываем, на этом концентрируемся, потому что это конституционные гарантии. Далее, как мы делали анализ? В зависимости от комбинации того, средний уровень по стране нормальный или нет, и разрывы межрегиональные нормальные или нет, возникают 4 разные стратегии. Если у вас по этому показателю нет значимых разрывов между регионами и в целом хорошее среднее по стране с учетом уровня развития, то эти проблемы не так остры, ими нужно заниматься в последнюю очередь. Ну, допустим, в Казахстане охват там, средним образованием 100%. Да, то есть тут вопрос, значит, не охвата, значит, тут вопрос качества, что-то еще. Ну, точно не за этим надо бегать. Далее, если нет значимых разрывов между регионами, но низкое среднее по стране, это означает, что это не проблема акимата. Вот мой любимый пример – это инфляция, кстати. Это не про территорию, но это далее. Смотрите, если продуктовая инфляция растет во всех регионах, это значит, это не проблема регионов. Это значит, что это горизонтальная проблема на уровне центральной власти. Бесполезно с акимов спрашивать за инфляцию продуктовую. Ну, то есть тут, с одной стороны, 20 акимов, которые даже статистически не могли, вот все дружно, да, плохо работать. Или там мы одни здесь в центре. Скорее всего, это проблема в нас. Вот, поэтому это проблема центральных госорганов, вторая, и проблема вот отраслевых министерств. Число убийств, вот у нас, допустим, высокий уровень до сих пор младенческой материнской смертности. Это вопрос к Минздраву, а не к Акиму. Да? Количество учеников на учителя большое. Это не вопрос к Акиму, это вопрос больше к министру, да, и так далее. Теперь, если у вас есть значимая разница между регионами, но при этом средняя по стране нормальная, то есть мы, получается, как бы умудряемся среднюю хорошо держать, но какие-то регионы отстают. Это вопрос к Акимам. Потому что спрашивается, на фоне чего такой плохой перформанс? Это значит, что всем дают деньги, единое регулирование, но почему-то именно ты отстаешь. И, ну, допустим, проблема водоснабжения, она остро стоит, особенно в Мангыстау. Да. У нас вот единственный регион, который там 71% охвата, а не 100%. Далее, если есть и то, то это, конечно, проблема общая. Ну, допустим, в нашем случае там, качество образования – это и проблема министерства, и проблема акиматов, то есть и разрыв. То есть, понимаете, у нас еще среднее не очень хорошее, а еще и этой средней еще разрывы есть между регионами. То есть у нас есть регионы, где ну, прям совсем плохое качество образования. То есть это комплексное министерство с акиматами должны вместе все дружно заниматься. Финальный слайд, как выглядеть должно, опять же, в идеализированном мире государственное управление пространственным развитием. Да? Вот так. Перевернутая пирамида человекоцентричности. То есть, как я уже сказал в начале, население, бизнес
само знает, где жить, где работать и так далее. Мы не можем решить за всех казахстанцев их стимулы. Они куда-то переезжают, куда-то устраиваются и так далее. Далее, на втором месте местные проблемы решает акимат. И только после этого на проблемы, которые акимат не способен преодолеть сам, подключается министерство и правительство. То есть такая перевернутая пирамида. Соответственно, мы унитарная страна, сильный президент и так далее. Базовые, помните, я вам показывал вот эту паутину? Базовые институты государства, вопросы обороны, безопасности и так далее. Это задача администрации президента, вместе с HR, не правительство. Это вот их задача, на которые, если они сосредоточатся, нам всем будет хорошо. В том числе выровняется межрегиональная разница в доходах. Далее, основное движение происходит на уровне МИО, местных исполнительных органов. У них есть свои налоги, тем более им еще больше передали. У них есть свои программы, у них есть свои локальные потребности, причем у всех разные. Кому-то воды не хватает, кому-то там, не знаю, авария в Экибастузе, там еще. То есть многие вот эти вопросы акиматы должны уметь решать самостоятельно. Есть маслихаты, есть гражданские активисты, у каждого своя беда, это не решается из кабинета в Астане. И если после этого, есть вопросы межрегионального характера, где, допустим, дорога. Опять же, Западная Европа, Западный Китай – это 5 областей. Понятно, что не будет каждый аким у себя проводить дорогу. Вопросы межрегионального характера, особенно направленные на бедные регионы, решаются на уровне правительства. Да, там уже принимается отдельная правительственная стратегия по инфраструктурному развитию. У нас был в свое время Нурлы-Жол, индустриализация. Допустим, я считаю, на юге до сих пор нужна первичная индустриализация. Когда мы сказали индустриализация на основе компетенции, вся индустриализация произошла на севере-востоке. То есть там, где и так были заводы, а значит и компетенции, наемный труд профессиональный, они еще больше поимели, условно, с этой темой. Это нормально, это не они же в этом виноваты. Но аграрные, у нас же идет мышление от специализации. Мы говорим, в аграрных регионах специализации нет, и что там заводы строить? А должно было быть ровно наоборот. То есть в приоритете получается, если бедные регионы, сельское хозяйство, а это значит вопрос земли, вопрос именно земельного регулирования, трудового регулирования и так далее. Вот это должно быть в приоритете, для того, чтобы они могли подтянуться хотя бы до средней по Казахстану. Если коротко, это все. То есть мы с вами охватили теорию, совсем высокий взгляд, более локальный взгляд и роль государства в этом процессе. Спасибо. Давайте к вопросу перейдем. Саламатсыз, лекцияңыз үшін өте рахмет айтқым келеді, өте қызықты болды. Аялым Сагынбаева, демограф, менде мынандай сұрақ бар. Там был слайд по вмешательству государства или роль государства в жизнедеятельности, что-то такое, да? И там были риски, да? Я бы туда еще добавила для Казахстана риск лже-урбанизации. То есть, когда близлежащие села пристраивают к городам и дают статус города, да? То есть это у нас рост урбанизации идет не естественным путем, а вот больше к административно-территориальным преобразованиям, да? То есть фактически город, урбанизация, как должна происходить, она не происходит, у нас больше идет как рурализация, да? И второй вопрос роли демографического прогнозирования и демографической составляющей в наших государственно-стратегических важных документах. То есть она никак не учитывается. Даже в программе пространственно-территориального развития они просто берут общую численность населения, но такие важные параметры, как половозрастная структура, изменение старения населения, риски высокой рождаемости, никто эти вопросы не рассматривает. Хотя это одна из важных частей, я думаю, пространственно-территориального развития. Что думаете по этому поводу? Рахмет за два вопроса. Смотрите, во-первых, я с вами согласен. Екі сұрақ бойынша келісем. Во-первых, действительно у нас миграция в города, она контрпродуктивна. То есть люди сбегают со своих населенных пунктов. Поэтому нужно вот эти три вмешательства для того, что… Смотрите, даже не то, что три. Первое вмешательство, когда мы говорим про базовые социальные блага, оно нужно для того, чтобы люди не мигрировали по бытовым вопросам. То есть продуктивная миграция – это когда человек приезжает в город ради возможностей.
То есть не ради того, что здесь там больница есть, да, и школа есть поприличнее, а ради возможности. То есть он понимает, что, допустим, я в душе художник. Что мне в ауле делать? Там некому оценить мой труд. Поэтому я сюда приезжаю, потому что здесь люди, которые ценят художественные произведения. Вот эта логика. Да, у нас действительно проблема контрпродуктивной миграции есть. Это вызывает проблему, не знаю, как у нас там называется, фавелы, трущобы, неважно. Но смотрите, что говорит в то же время Всемирный банк. У нас же не единственная страна, где есть проблемы. Они говорят, что многие страны проходили через этот процесс. И где-то то, что мы, скажем так, немножечко неправильно говорим, там, вот знаете, вот этим высокомерием, там, трущобы и так далее, такие районы нужны городу. Потому что в противном случае, понимаете, эти районы обслуживают городскую экономику. Специализация труда, то есть стоимость разных услуг в городе благодаря этому становится дешевле. Если бы этих людей, этих районов в городе не было, вот поверьте, мы бы взвыли от цен на определенные там сектора обслуживания по городу и так далее. То есть, с одной стороны, понятно, это контрпродуктивная миграция, поэтому если мы выровняем, то есть территории, если нужно выравнивать социально, а не экономически. Если мы социально выровняем, тогда у нас появится более такая качественная урбанизация. Ну и как бы, но с другой стороны, я бы и осуждать это не сильно стал, потому что, ну, мы же все приехали, что греха таить. Да. Хайрлы күн. Есім Султанбек. Благодарю вас за презентацию. Есть один только вопрос. Можете ли привести какой-нибудь кейс за вот эти 30 лет эффективного управления пространственным развитием Казахстана? То есть мы видели негативные кейсы, но есть ли у нас хотя бы один положительный кейс, положительный пример, что мы могли бы зафиксировать при анализе? Рахмет. Хороший вопрос. Отличный вопрос. Ну, да, знаете, вот прям вот сходу назвать там типа 100% хороший кейс сложно. Это в силу того, что я еще и критик. Ну, у меня в целом я негативно настроен. Вот. Но если более объективно, да, возможно, невозможно. Даже переезд столицы где-то это был логичный кейс. Не с точки зрения эффективности. Кстати, вот мне что хорошо объяснили, в политике не надо мыслить категории эффективности. Там вообще другие системы измерения. С точки зрения экономики, бюджетного распределения, да, это было странное решение. С точки зрения слайдов, которые я вам показывал, помните, вот эти макрослайды, расположение, вот эта разбросанность нашей наверное, было логично, что столица должна была быть где-то в центре. Другой вопрос, какая она должна была быть. Ее же изначально планировали, если не ошибаюсь, там типа на 600 тысяч человек. То есть планировали, что это будет какая-то компактная, там а-ля Вашингтон. Вот здесь будут жить там госслужащие, какие-то организации, которые обслуживают госслужбу. Но опять же, из-за другой системы политической централизации деньги перетекли в Астану, и она теперь в 2 раза больше, чем планировали. Поэтому если вот это отделить, то есть перенос столицы – это удачное решение, политика централизации бюджетов и так далее, которая это сопровождала, это неудачное решение. То есть, так, обойду мягко ваш вопрос. Ахмед. Да, я тоже хочу поблагодарить за отличную презентацию. Меня зовут Баглан. Вы так вкратце про Мангистаускую область упомянули. Я бы хотел в этом плане чуть углубиться. Особенно спросить про город Жанаузень. С одной стороны, его можно отнести по тем, скажем так, критериям, как в обрабатывающей, да, промышленность, да, потому что там очень сильная, скажем так, добывающая часть, но истощаются месторождения, работы становится меньше, при этом с демографической точки зрения он ведет себя как аграрный. Да? Там один из самых высоких показателей естественного прироста, коэффициент семейственности тоже один из самых высоких по стране. Я так понимаю, что и это одна из головных болей, скажем, государства, да? Что делать с этим регионом, в частности с городом Жанаузень. По вашему мнению, что поможет? Так, еще более сложный вопрос. Смотрите, я для себя взял такое правило: если проблема не решается годами,
это значит, это очень серьезная проблема, которая, ну, вот так я точно не отвечу. Во-первых, ну, это во-первых. Во-вторых, я в Жанаузене никогда не был. И, наверное, с моей стороны будут сейчас тоже высокомерные какие-то госплановские месседжи рассказывать про этот город. Моя позиция какая? Есть объективные, слушайте, я эксперт, я же не чиновник, не политик. Объективно жители Жанаузене должны сами решать по своему будущему. То есть, смотрите, особенно это делается, кстати, ради детей. То есть, как это было в других странах? Первое. Есть международный опыт по моногородам. Их пытались спасать в США, в Германии, да, в Рурской долине, в России и так далее. Никто не спас моногород, даже США. Какой тренд? После того, как истощается ресурс, в течение 40 лет город сокращается в населении в 2 раза. Не моментально, конечно. Сначала он превращается в супердепрессивный город, потом люди начинают, ну, слушайте, люди же не дураки же, они понимают все. Они начинают постепенно мигрировать и так далее. То есть он становится в размерах более компактным, а потом государство туда заходит, то есть оно создает социальную занятость. То есть школы, больницы, объекты культуры и так далее, тем самым немного его выровняв. Вот моногорода Великобритании и США, они сейчас такие. То есть они раньше были моно, теперь это такие компактные, средненькие, даже малые такие города. Вот. Решать эту проблему нужно на уровне Мангостауской области. То есть я сейчас скажу, возможно, не очень такую популярную мысль, но логика перераспределения налогов должна быть понятная. То есть есть определенные налоги, которые остаются на уровне региона, есть определенные налоги, которые железно переходят в центр. Например, налоги с торговли внешней, потому что граница общая. А у нас есть зона неопределенности. Все это время была, когда помимо вот этих налоговых маневров у нас еще возникает такая тема, что в правительстве отдельным регионам-донорам, куда до последнего момента относилась Мангостауская область, они говорили, и еще сверху поставь 200 миллиардов, да, там условно. То есть вроде все логично, я собрал свои, ты собрал свои, но ты что-то больше собрал, поставь сюда. Вот эти вещи, которые уже не про правила игры, а про непонятное, вот это, как это решается на уровне центра, такие практики, они в том числе стимулировали, допустим, проблему Мангостауской области. Моя логика следующая. Если мы говорим про экономику, это, ну, честно говорю, на уровне бесполезности. Потому что если мы говорим о казахстанской, голландская болезнь, то в Жанаузене она 5-кратная голландская болезнь. Там просто нефть, определенные зарплаты, и любое производство, которое туда придет, особенно в сельском хозяйстве, это будет очень сложно. Там цена продукта будет настолько дорогая, что не откроют его. С точки зрения социальных благ, это я с вами 100% согласен. Потому что там, я, допустим, читал новости, опять же, там не был, что там до сих пор нет питьевой воды, приходит с перебоями. Такой практики не должно быть в городе, который занимается добычей нефти, да, по сути, обслуживает такие вещи. Все, что касается образования, школ, медицины, ну, вроде говорят, дороги построили и так далее, вот эти вещи, они там должны быть по умолчанию, потому что мы унитарная страна, это должно быть везде. Понимаете? Но опять же, эта вещь не решается на уровне центра. То есть это большое заблуждение апеллировать к какому-то кабинету. Чем дальше находится чиновник, тем хуже он принимает решения по конкретному региону. Лучшее решение принимают на местах вместе с какой-то там местной властью. Ну, просто потому, что они физически там живут. Поэтому вот эта практика, то есть, смотрите, это же проблема не только в Жанаузене. У нас много моногородов есть. Просто Жанаузень знают все, а, допустим, до последнего момента, пока Экибастузи не лопнула, про него особо не говорили. Ридер есть и все остальные. Это проблема централизации принятия решений. И как и многие социальные проблемы, допустим, межнациональные конфликты, тоже можно было загасить на месте из-за того, что была централизация решения, она назрела. Поэтому у меня такое, если мы децентрализуем принятие решений, то, не знаю, половина проблем Жанаузене не будет существовать. Ну, это мое мнение. В смысле. Если хотите по экономике, то можем потом с вами отдельно расширить отраслевую структуру. Я могу вам показать кейсы, кто более-менее смог что-то из нефти выжать, да, превратить в другую занятость.
кто детей просто отправил на Data Science или там другие специальности. И, кстати, знаете, как миграция, я прошу прощения, что сейчас ухожу в другую степь, как миграция вообще происходит, когда предлагают же там тем же жителям Жанаузена там переселиться в Актубе. Во-первых, в случае с Казахстаном это нереально. Есть, оказывается, такая тема, что люди мигрируют только в радиусе 300 километров, более-менее. То есть не будет такого, что все приедут в какой-то там город. Да? Это первое. Во-вторых, у казахов еще есть сильные социальные связи. Это американцы легкие на подъем, индивидуалисты встают, улетают с западного побережья на восточное. Да? У нас все-таки есть вот этот туанжир, жорт, я не могу от него далеко двинуться там, и так далее. Нужно помогать родителям, если я там старше или младше. Поэтому у нас, скорее всего, люди будут жить там, где они живут сейчас. Это нужно просто принять. Вот. Но как осуществляется переезд? Он осуществляется, вот эта вся миграция, она происходит за счет детей. Вообще в Китае миграция была за счет молодежи. 90% миграции на побережье. То есть родители воспитывают своих детей и говорят: слушай, я уже сам, возможно, там, или сама не могу, но я тебя отучу, ты переедешь туда, устроишься, поможешь своим братьям, сестрам и в конце перевезешь нас, чтобы мы старость встретили в другой локации. И начинается, а потом переезжает одна семья, она начинает провоцировать другую семью переехать вместе с ней, и в Астане образовываются целые аулы внутри Астаны, когда у тебя то же самое, твои родственники, которые жили там условно в моем там Кокштау или Зеренде, теперь живут вот соседними домами там в Астане. То есть такая, в смысле, если бы приняли такую стратегию через детей для того же Жанаузена, мне кажется, она была бы оправдана. То есть если в самом городе сложно сделать какую-то экономику, но помочь людям для того, чтобы они также зарабатывали там условно там следующее поколение дети в других городах, мне кажется, это вполне такая подъемная задача. Вообще клевая лекция, я считаю, там прям идеальное сочетание, да, теоретической и материальной части, вообще супер. Такой больше прикладной вопрос, может риторический. Вы читали ли эту лекцию кому-нибудь из правительства, например, в МНЭ или премьер-министру, когда он там ругает Акимов, дает выговоры и так далее? Просто интересно. Нет, не читал. Нет, на самом деле читал, но не людям, которые непосредственно решения принимают. Там вопрос не в лекциях. Я тоже раньше думал, что если прийти таким умным, сказать им что-то умное, типа все заработает. Нет, есть гигантская институциональная инерция, которая не зависит от людей. Пришел ты, мне это вот мой друг любит говорить, вот у него есть там условно там 1000 часов времени. Ну, воткнулся ты со своими полчаса. Остальные 999,5 часов пришли другие люди, которые ему рассказали другое. Сказали: нет, надо выбирать регионы, комплексный план, теперь давай вот эту область, там Баке, Саке, там Аким, просит, вот здесь поручение президента, а там есть поручение премьера, он туда куда-то съездил, что-то пообещал, давайте сделаем и так далее. То есть теряешься в общем потоке. Но определенные политики, я сейчас назвать не могу, которым я это объяснял, есть. Я даже знаю пару решений, которые было остановлено из-за того, что, в смысле, что-то щелкнуло в моменте.